Сухоцветы стоят в вазе, а рядышком лежит яблоко. А вот попугай, сидящий на веточке. А это хижина, утопающая в зелени. Вот мальчик, он сидит с котом на диване и увлеченно читает книгу. А это пейзажи предгорий и их вершин в бархатных лучах уходящего дня. И еще есть множество разных цветов и размеров. Кошки, собаки, курочки и петухи. И все это неподражаемая детская фантазия, вернее то, что нашло отражение красками с помощью их мастерства. Рисовать несложно, главное придумать и знать, что хочется изобразить. Делится секретом юная художница, ученица Центра детского творчества Айнар Мирослава Кутелия. Придумала. Я хотела нарисовать давно попугая. У него лазерные цвета крылья. Картины здесь и в самом деле яркие, смелые и с первого взгляда по насыщенности цветовой гаммы, не отличающиеся друг от друга. Но это, как говорит директор детской художественной школы города Липецк Инна Кошеляева, как раз-таки достижение своего рода. И вот почему. Приезжая сюда в течение 10 лет, конечно же, мы изменили свое цветовидение. Мы увидели цвет яркий, сочный, то, что как раз соответствует Абхазии. Мы насытились абхазским солнцем и заряжаем остальных своих коллег, начинаем с ребятами работать именно в этом направлении. Сначала мы привозили достаточно, где-то сдержанные, такие холодные оттенки в работах, привозили академические работы. Сама Инна Кошеляева с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях, которые они совместно с Виталием Кацба организовывали для детей. Абхазские пейзажи вдохновили ее, придав работам ярких красок и жизни. Вы спросили, что за 10 лет произошло. А посмотрите, что мы начали рисовать. Мы начали рисовать ваши пейзажи, новый фон, горы. Все это так красиво. Для нас это потрясающие пейзажи, интересные. Виталий Кацба, как и любой мастер своего дела, делится опытом и секретами искусства художества. Самое главное, что дети, перенимая эти знания, вбирают в себя вкус к творчеству. Ведь какая-то часть из них непременно в будущем заявит о себе. Проводили здесь совместный пленер. Это было что-то. Дети с таким интересом включились все, и выставка была великолепная, интересная в самом деле. То есть подобного рода сотрудничество, подобного рода обмен опытом – это только положительные результаты дает для всех, и для учащихся, для детишек, и для педагогов, безусловно. На выставку пришли авторы работ, воспитанники Дома творчества Айнар, их родители, были и студенты художественного училища, которые искренне удивлялись способностям художников, которым от 6 до 17 лет. Честно, я просто очень удивлена, очень красивые картинки, очень талантливые дети. Вообще, это очень красиво. Некоторые идеи они здесь прям придумывали, сделали, которые вот сейчас я смотрю, и можно попробовать даже я сама сделать такую живописью картину вообще. И вот, из нее тоже какой-то можно придумать там насчет логотипов и, знаете, графический дизайн. Официальное открытие совместной выставки состоялось с участием министра культуры Даура Ковы и главы Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова. 10 лет они были полны событиями в жизни двух этих заведений, и они были полны событиями для детей, которые участвовали в обменных мероприятиях. Детки из Липецка приезжали в Абхазию, проводили здесь пленеры, наши дети ездили в город Липецк. И вот эти вот контакты, это сотрудничество, оно, слава богу, продолжает развиваться. И мы очень рады, что это сотрудничество продвигается, есть очень много планов. Благодаря таким вот неожиданным встречам, и когда ты узнаешь, что происходят такие события, то я надеюсь, что в следующем году мы действительно подсоединимся к этому проекту и вместе подумаем, чем мы можем его развить. Выставка в преддверии весны – традиция длиною в 10 лет. Обменявшись подарками, организаторы напомнили об еще одном предстоящем мероприятии, но уже в Липецке, куда повезут лучшие работы юных художников, воспитанников Дома творчества Айнар. Асида Малия, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.